Весь год вместе с вами, уважаемые зрители, мы следили за тем, как и чем живет наша большая республика. Вместе радовались достижениям и огорчались неудачам. Вместе болели за наших спортсменов и переживали, когда чувствовали несправедливость. Вы смотрите итоговую программу «Якутия день за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и сегодня мы подведем итоги уходящего 2019 года. «2019 год для жителей всего Дальневосточного федерального округа стал, можно сказать, переломным моментом. Проделана большая работа, чтобы жизнь в регионе стала комфортнее. Какие механизмы поддержки получили дальневосточники в 2019 году, подробнее в итоговом выпуске расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Огромную поддержку, во-первых, получили многодетные семьи округа. Почти во всех регионах Дальнего Востока работают свои программы поддержки семей. Отметим, что в Якутии увеличилось число многодетных семей. Так, третьих и последующих детей родилось на 27% больше, начиная с 2010 года. Республика Саха-Якутия, как и прежде, сегодня занимает лидирующие позиции как на Дальнем Востоке, так, в общем-то, и в среднем по Российской Федерации. У нас сохраняется естественный прирост. И мы в целом по России занимаем 8-е место. По Дальнему Востоке у нас 1-е место сохраняется. Также, чтобы увеличить эти показатели в разы и стимулировать рождаемость детей в регионе, в начале этого года глава Якутии Айсей Николаев подписал указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в регионе, в соответствии с которым установлены денежные выплаты при рождении детей после 1 января 2019 года. Поскольку таких практически мер поддержки семьи не было, и сейчас по престижу семьи, чтобы семья была многодетная, проводится огромная работа и у нас в республике. В июле этого года вступил в силу новый закон для поддержки многодетных семей, который носит региональный характер. Согласно новому документу, многодетными в республике теперь считаются семьи, имеющих 3 и более детей до 18 и 23 лет. Если ребенок до 23 лет обучается по очной форме обучения или служит в рядах вооруженных сил, такая семья тоже будет считаться многодетной семьей и будет иметь право на получение мер поддержки для многодетных семей. Это ежегодная выплата на приобретение школьного комплекта одежды, выдача лекарства дошкольникам по рецепту врачей, обеспечение школьным питанием. Также многодетные семьи могут приобрести субсидированные авиабилеты с Дальнего Востока. Для подтверждения статуса многодетной семьи потребуется предоставить свидетельство о рождении ребенка, справку об образовательной организации, подтверждающую очное обучение, и справку военного комиссариата о прохождении службы по призыву. Вместе с тем, важным событием уходящего года для жителей Дальнего Востока можно отметить реализацию программы ипотеки по 2%. Предложение запустить беспрецедентную программу предложил президенту страны Владимиру Путину глава республики Айсей Николаев на Восточном экономическом форуме, который проходил в столице Дальнего Востока Владивостоке. Он отметил, что эта мера поддержки поможет остановить отток населения из регионов Дальнего Востока. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже, чем в среднем по стране, в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на 5 лет. И вот 9 декабря премьер-министр страны Дмитрий Медведев утвердил данный документ. А уже 17 декабря первый участник программы «Дальневосточная ипотека по 2% подписал договор купли-продажи. Договор мы заключили на однокомнатную квартиру. Дом скоро ведется, сказали, в 1 квартале следующего года. И вот как раз перед Новым годом приятное событие. И как бы уже Новый год встретим, уже новогоднее настроение у нас.
На сегодняшний момент у нас более 3000 семей в этой программе, а вообще объем тех наших молодых жителей, которые рассчитывают на эту меру поддержку, более 7000. Вместе с тем получить 2% ипотеку могут и обладатели дальневосточного гектара. Отметим, на сегодня в Якутии дальневосточный гектар земли приобрели уже более 8000 якутян. Этот год еще запомнился тем, что территория Дальнего Востока расширилась. Указом президента страны в состав Дальневосточного федерального округа вошли 2 субъекта. Это Забайкальский край и Республика Бурятия. Соответственно, получить гектар земли можно будет и в этих субъектах страны. В целом, участниками программы «Дальневосточный гектар» на сегодня стали более 76 тысяч россиян. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Мощнейший толчок к дальнейшему развитию Якутии в том числе дал прошедший во Владивостоке 5-й Восточный экономический форум, на котором глава республики Айсан Николаев представил Владимиру Путину национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. С какими достижениями и планами в области экономики мы вступаем в следующий год, расскажет моя коллега Нюргуяна Иванова. Уходящий год запомнится важными событиями в области экономики. В целом, ситуация в Якутии в 2019 году характеризуется устойчивыми позитивными тенденциями роста промышленного производства при умеренной динамике показателей социальной сферы. Более подробно я, Нюргуяна Иванова, расскажу в нашем итоговом выпуске. Валовой региональный продукт за январь-декабрь 2019 года оценочно увеличится на 3,5% по сравнению с 2018 годом. Рост обусловлен максимальным увеличением промышленного производства за последние 7 лет. Впервые объем инвестиций в основной капитал достигнет 426 миллиардов 300 миллионов рублей с ростом в сопоставимых ценах на 1,6%. Отметим, что в 2019 году Якутия стала лидером роста национального рейтинга инвестиционного климата субъектов России, поднявшись с 52 на 22 место. Кроме того, в регионе складывается тенденция роста участия муниципалитетов в проектах, развивается муниципально-частное партнерство, что говорит об эффективном взаимодействии региональных органов власти с муниципальными образованиями. Что касается рабочих кадров, то за год численность занятых в экономике выросла на 2,3% и составила 508 тысяч человек. По оценке, рабочая сила увеличится на 2500 человек. Общая безработица ожидается на уровне 2018 года и составит 6,9%. По прогнозам Министерства экономики региона, рост добычи ожидается в угольной, нефтяной, газовой промышленностях. Добыча золота вырастет на 121%. Серебра на более чем 109%. Производство бриллиантов в 2019 году планируется на уровне 121 миллиона 200 тысяч долларов США, что на 4,6% больше, чем в 2018 году. Производство ювелирных изделий за 2018 год ожидается на сумму 2 миллиарда 400 миллионов рублей с ростом на 7,5%. Говоря о промышленности, стоит отметить одно из важных событий уходящего года. В эксплуатацию запустили газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений в Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний рынок, так и на экспорт в Китай. На первом этапе он будет поставляться с Чиндинского месторождения Якутии в объеме 5 миллиардов кубометров. Еще одним важным событием уходящего года стал сдвиг в области энергетики. В Якутии заработал крупнейший в России энерготранзит Нерюнгринская ГРЭС, Нижний Куранах, Таммот, Майя протяженностью 756 километров. Общая стоимость проекта более 19 миллиардов рублей. Якутия стала 79-м субъектом Российской Федерации, который присоединился к единой национальной энергетической системе. Западные и центральные энергорайоны Якутии включают в себя 17 районов и 2 города. Отметим, что на этой территории проживает 71% населения региона. Таким образом, начиная с начала года к единой энергосистеме в республике подключены уже 82% потребителей с учетом ранее подключенного Южно-Якутского энергорайона. С учетом присоединенных энергорайонов годовые объемы поставки электроэнергии увеличились в 2,5 раза. Таковы итоги уходящего года в области экономики Якутии. До встречи в следующих выпусках новостей.
Развитие Северного морского пути станет драйвером развития и других отраслей и магистралей, без которых жизнедеятельность в Арктике невозможна. В течение года здесь произошли ключевые события, которые в целом должны улучшить качество жизни каждого жителя Арктики. Ульяна Шагина разбирала их в деталях. В мае этого года сухопутная территория арктической зоны страны пополнилась еще 8 якутскими районами. Указ президента страны Владимира Путина позволит новым арктическим районам распространить действия программ по развитию Арктики. Появление этого указа позволит нам решать и вопросы развития экономики, и вопросы социальные, и вопросы улучшения жизни в целом людей в Арктике. Арктика обретает новое дыхание. Сегодня это не просто слова, а реальные действия, которые ощущает каждый арктический житель. Создание отдельной структуры регионального министерства Арктики и делам народов Севера тому доказательство. За этот год у нас министерством отработано стратегические направления, документы развития арктической зоны нашей республики, налажены связи 13 нашими арктическими вузами. Между тем, до конца года будет разработана и региональная стратегия социально-экономического развития арктической зоны до 1935 года. Реализация стратегии должна позволить качественно улучшить жизнедеятельность в Арктике. К примеру, возвращение в поселок Тикси Булунского района Вооруженных сил России даст серьезный толчок в развитии арктического района. Несколько сотен рабочих мест здесь будут создано для гражданских лиц. Конечно, в первую очередь это будут уже жители поселка Тикси. Поэтому я считаю, что как раз вот возвращение Вооруженных сил России в Тикси – это та возможность, которая позволит Тикси в последующие годы уверенно смотреть в будущее. С этого года в Арктике началось строительство многоквартирных домов. Такого масштабного расселения северяне не видели со времен Советского Союза. Начиная с 90-х годов население этой территории, которая занимает большую половину территории Якутии, снизилось более чем в 2 раза. Почти 20% людей в Арктике живут за чертой бедности, а уровень безработицы здесь выше среднереспубликанских показателей в 2,5 раза. Цифры превышены и по таким показателям, как смертность и миграционная убыль. Трудности испытывает и самая главная арктическая отрасль – это оленеводство. Сегодня в Якутии имеется 100 оленеводческих хозяйств, более 160 тысяч оленей и 1300 оленеводов. И с каждым годом их становится меньше. Молодежи нет, не идет. Вот сейчас мы только вот остаемся, как мы родились в тундре, да, поэтому свою традицию, с малых оленеводства, работаем так, поэтому стимул надо . Для того, чтобы стимулировать население вернуться в родные края, правительством республики в октябре этого года разработана отдельная госпрограмма. Сюда входят мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, а также подготовка проектно-сметной документации по строительству типовых социальных объектов. Нехватка кадров в Арктике – еще одна проблема. Для этого Минарктики совместно с социальным блоком правительства разработали такие проекты, как «Учитель Арктики» и «Молодой оленевод» для привлечения молодежи в Арктику. Последняя программа предлагает оленеводам до 35 лет субсидию в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилья. 2 года тому назад мы провели мониторинг, анализ по всем районам и увидели картину, что у молодых в основном нет жилья, да, и у среднего возраста. Арктические программы только начинают притворяться в жизнь. Главная задача всей этой большой работы – улучшение качества жизни каждого отдельно взятого жителя Арктики. И у республики, по словам региональных властей, есть хороший потенциал, большие ресурсы, огромные территории и, самое главное, люди, которые, несмотря на все трудности, здесь живут, активно развиваются, сохраняют свою самобытную культуру. Ульяна Шагина, Якутия, день за днем. Уходящий год исполнил мечту жителя Ленского района Иннокентия Федорова, который стал победителем Кубка мира по масс-рестлингу и примет участие в чемпионате мира в следующем году. Чем еще запомнился год уходящий жителям Ленска, расскажут мои коллеги. Здравствуйте, коллеги! О ярких событиях Ленского района в уходящем году расскажу вам я, Анна Кожевникова. Самой значимой и масштабной стала реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Среди всех улусов Якутии Ленский район имеет самый большой аварийный жилфонд. Это 2100 квартир. В этом году практически завершено расселение 214. Обладателями жилья в городе впервые в истории Ленского района стали одиноко проживающие сельские жители. На эти цели из казны района выделили 15 миллионов рублей. Долгожданное строительство школ в селах Натора и Талон на 50 мест наконец-то началось в этом
этом году. А вот в Ленске были введены в эксплуатацию 2 долгостроя: детский сад на 315 мест и бизнес-инкубатор. На ремонт дорог из бюджета района было выделено более 310 миллионов рублей. Самая протяженная улица Ленска Победа обошлась районной администрации в 54 миллиона. Появились новые тротуары. Впервые были выделены дополнительные средства поселениям в размере 126 миллионов рублей из казны района. Помимо этого, для заречного села Наторы приобретен долгожданный новый паром на 10 человек и 4 автомобиля. А в нем сдан в эксплуатацию первый 4-квартирный дом для молодых специалистов. В Биченче появился первый в Ленском районе за последние 30 лет животноводческий комплекс на 120 голов. Капитальный ремонт стареньких хрущевок Ленска обошелся в 90 миллионов рублей. Завершен первый этап реконструкции площади, и как изюминка проекта к новому 2020 году главная ель Ленска была украшена современными светодиодными обвесами с национальным орнаментом. Еще одним украшением стал самый высокий в республике 35-метровый флагшток, установленный на набережной Ленска. К 75-летию Великой Победы на него водрузят флаг размером 6 на 9 метров. Это были все новости уходящего года. Удачи и процветания всем жителям республики в 2020 году. Сейчас небольшая реклама, после которой мы обязательно продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем. Якутия – самый большой регион нашей страны. Он состоит из множества частей, соединенных транспортными развязками. К примеру, Нерюнгринский и Аннабарский районы. Их разделяет более 2000 километров. Вся республика покрыта магистралями. Это сотни тысяч километров по земле, воде и воздуху. О транспортной инфраструктуре Якутии в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Небо Якутии, словно вены, покрывают сотни авиамаршрутов. Так, в республике самолеты курсируют по 130 внутриулусным маршрутам в 23 районах. Связь между районами поддерживают 28 авиамаршрутов. И из 4 аэропортов можно вылететь за пределы региона. В этом году, по сравнению с прошлым, отмечают снижение количества пассажирских перевозок примерно на 10%. Что обусловлено, во-первых, конечно, оптимизацией маршрутной сети авиакомпаний для более эффективного использования своего парка воздушных судов. Также были объективные причины по отсутствию кондиционного топлива, допустим, в Сакрыре, в Оленьке. Плюс построены дороги до Усьмая, соответственно, спрос снизился практически круглогодичный. Сложно в этом году прошел период навигации. Ее усложнили низкие уровни воды на реках республики и крупные пожары. Но несмотря на это, внутренним водным транспортом было перевезено более 2,5 миллионов тонн грузов, из которых более миллиона для нужд жизнеобеспечения республики, что составило 101,2% от плана. Трудности можно отметить. Это на реке Яна понижение уровня воды, и прибывшая в сентябре месяце волна смогла нам помочь, и с минимальными затратами мы основные объемы на реку Яна мы завезли. В зимнее время по земле районы республики соединяют автозимники. Автомобильный транспорт играет очень большую роль в жизни Якутии. Так, за этот год посредством автотранспорта перевезено более 20 миллионов тонн грузов. Наибольшую долю в перевозке грузов занимают предприятия города Якутска, Мирнинского и Ленского районов, на долю которых приходится более 50% всех перевозок. Общее количество пассажиров, перевезенных автобусами, у нас за 11 месяцев составило 84 миллиона человек. Из них 90% перевозок приходится на городской округ Якутск. Это порядка 75 миллионов. Среди регионов Дальнего Востока этот год стал особенно знаковым для железнодорожного сообщения Якутии. Наконец был достроен участок дороги Беркакит-Томот-Якутск до станции Нижний Бестяк. Его строительство было начато еще в 1985 году. Благодаря этому в течение года услугами железных дорог Якутии воспользовались более 100 тысяч пассажиров. Больше, чем когда-либо. Также в разы выросли показатели по перевозке грузов.
Говорить о качественных и количественных показателях, то мы в очередной раз достигли определенных рубежей. Перевозка составила уже около 7 миллионов тонн. Если раньше, еще 2-3 года назад, мы говорили там, о 2-3 миллионах, считалось это большим достижением, то сегодня 7 миллионов у нас и другие показатели достаточно высокие показатели. Одной из главных новостей этого года для жителей Республики Сибири и всего северо-востока страны стало подтверждение того, что долгожданный проект Ленского моста вошел в федеральную программу и будет реализован к 2024 году. По словам главы Якутии Айсена Николаева, строительство моста через реку Лену в Якутии позволит повысить транспортную доступность в регионе с 23 до 83%. Юрий Осипов, Якутия. День за днем. Уходящий год был насыщен событиями чрезвычайного характера. Разгулялась природная стихия. Мы стали свидетелями целого ряда резонансных преступлений. Сергей Михедов составил список самых громких чрезвычайных событий уходящего года. Примечательных происшествий со знаком минус было достаточно. Всего за год зарегистрировали почти 1800 природных возгораний. Полыхали около 4 миллионов гектаров леса, сражались с огнем более 6000 человек и 500 единиц техники. Особо сложная ситуация была в Верхоянском и Жиганском районах. На подступах к населенным пунктам к спасателям и авиалесоохране подключались местные жители. В итоге на территории Якутии потушили 225 лесных пожаров, а жертв, к счастью, избежать удалось. Затем беда пришла, откуда совсем не ждали. Осенью 2019-го река начала мелеть. Корабли и суда оказались на суше в окружении песчаных барханов. Глубина реки в районе Якутска уменьшилась до отметок ниже судоходных. Проблемы с транспортом затруднили поставку топлива в районы республики. Под угрозой оказалось водоснабжение, в том числе питьевой водой. Экологи напомнили, что снижение уровня воды скажется и на нересте рыбы весной. Тем временем уровень преступности в Якутии продолжает оставаться самым низким среди регионов Дальнего Востока, а показатель общей раскрываемости всех видов преступлений более 70%. Вместе с тем наполовину выросло количество преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а краж, совершенных списанием с банковских карт, стало больше сразу на 125%. Всего насчитали около 700 дистанционных преступлений. В течение года мы рассказывали о случаях, когда мошенники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банков, выясняли личные данные и с их помощью совершали списание с карт. Больше всего пострадали жители крупных городов, а осенью произошел поистине вопиющий случай. Пенсионерке позвонил неизвестный и под предлогом компенсации за некачественные БАДы выманил у пожилой женщины более 3 миллионов рублей. Также крупную сумму в этом году заработали преступники в целом на здоровье якутян. 3 миллиарда рублей, такую общую стоимость госконтрактов, озвучили правоохранительные органы, раскрыв картельный сговор при закупках лекарств для медицинских учреждений Якутии. Представители медучреждений в сговоре с организаторами картеля устраняли конкурентов на торгах. Были выявлены факты мошенничества с завышением цены на лекарства в 2-4 раза и ограничения конкуренции со стороны нескольких ООО и лечебно-профилактических учреждений. Продолжили пользоваться жаждой быстрых денег наших земляков и организаторы финансовых пирамид. Особенно отличилась так называемая «матрица». Под лозунгом «С нами мечты становятся реальностью» две женщины по имени Матрена предлагали вложить деньги и удвоить их. В итоге удалось обмануть около 7 тысяч человек. Версий краха финансовой пирамиды было несколько, но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Отличился уходящий год и громким коррупционным делом. За подозрение в получении взятки Якутский городской суд отправил руководителя группы компаний «Утум Плюс» Георгия Карамзина и первого заммэра Якутска Василия Гоголева в следственный изолятор. Обвиняют Василия Гоголева в получении площади в строящемся доме, оцененной в 114 миллионов рублей. Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности. Было отдельное слушание по изменению меры пресечения. Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Мы следим, как будут развиваться события. А поставили точку в другом нашумевшем деле. Около 2 лет продолжался суд над семьей Левадных. 16 июля в Якутском городском суде огласили приговор супругам, которые обвинялись в незаконном лишении свободы филиппинки Ракель Фаброс де ля Круз. Кристине и Александру Левадным вынесли наказание в виде 4 и 5 лет лишения свободы условно. Последнего лишили специального звания и права занимать должность в правоохранительных органах в течение 2 лет. Также пострадавшие присудили 900 тысяч рублей компенсации.
Такими были самые заметные чрезвычайные происшествия уходящего года. Берегите себя. Ну а поздравляя друг друга с Новым годом и поднимая бокалы, ни в коем случае не забывайте о том, что в этом году было много инцидентов, когда дети были как разменная монета для родителей, злоупотребляющих алкоголем. Мы не раз становились свидетелями, когда из-за алкоголя дети оставались брошенными своими матерями на произвол судьбы. Смотрите итоговый сюжет Сусанны Рожиной на эту тему. Многих жителей Якутска затронула история маленького Марка, которого пьяная мама оставила одного в подъезде жилого дома в Сайсадах. Она, конечно, протрезвев, поняла свою ошибку, но было уже поздно. Ребенка забрали инспекторы ПДН и отдали в специализированный детский дом. Потом она вечером еще раз приходила. Еще хуже пьяная, в коридоре там плакала, сидела. Но я не подходила, не выходила, просто по голосу слышала, что она... Вот у меня здесь ребенка забрали, кому-то жаловалась. Алкоголь никогда не приносит никому счастья. Сколько происходит преступлений под воздействием зеленого змея, драк, увечий, убийств, самоубийств. Сколько семей распадается из-за злоупотребления алкоголем. По данным статистики, по итогам 11 месяцев текущего года под воздействием алкоголя совершено на 1,7% больше преступлений, чем в аналогичный период прошлого года. Как ни печально, но Якутия продолжает входить в число регионов-лидеров по стране по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В органах внутренних дел на профилактическом учете состоит 1955 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних. Из них 80% родителей – это злоупотребляющие спиртными напитками. Детей у родителей, которые систематически злоупотребляют алкоголем, отдают в детские дома. И оттуда уже очень сложно их забрать обратно. Осенью был случай, когда двое братьев в буквальном смысле совершили побег из детского дома в Вилюйске и на попутке приехали в Якутск к матери, а она снова их отдала в детский дом. Дети находятся в центре. Планово ведутся работы, чтобы больше таких ситуаций не было. Понятно, что дети хотят быть вместе с родителями, неважно, пьющие они или нет. Главное, чтобы они были рядом. Но не всегда взрослые готовы пойти на жертвы ради своих детей. Пьющим людям легче отказаться от детей, чем заниматься их воспитанием. Очень маленький процент родителей становится на путь исправления ради лучшего будущего своих детей. Тут без посторонней помощи не обойтись. Очень высока скрытая миграция. В наш город, скажем так, да, люди переезжают в Якутск из улусов республики, нет хорошей жизни. И, к сожалению, здесь они тоже сталкиваются вот с такими же проблемами. Подолгу ищут арендуемое жилье, подолгу ищут работу. Часто не могут определить детей в садик и в школы поблизости от места проживания. Помощь психологов в первую очередь нужна и детям. Детская психика сама не может справиться с таким стрессом. Современные дети очень хорошо знают свои права, и это не может не радовать. Для подростков, скорее всего, это именно давление, которое есть в обществе, и впоследствии суициды, которые у нас растут с каждым годом. Каждый ребенок индивидуален, и каждому ребенку нужна индивидуальная профилактика. Но насчет корня проблемы я все-таки считаю, что будет семья, и именно работа с семьей может помочь решить эту проблему. Необходимо усиливать профилактическую работу в этом направлении, чтобы и дети, и родители не оставались наедине со своими проблемами. Должна быть усилена социально-психологическая работа с семьями. Новый год, пора чудес. И в этом 2020 году мы надеемся, что все будет хорошо. Маленького Марка мама забрала уже с детского дома, и они переезжают в Санкт-Петербург. Женщина поняла, что он для нее важнее всего. И ради него она готова меняться к лучшему. Сусанна Рожина, Ольга Ушницкая, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. С большими надеждами смотрят на год грядущий жители Алданского района, в котором в 2019 году изменения в лучшую сторону коснулись почти всех сфер жизни жителей района. Подвела итоги уходящего года Татьяна Вахнина. Здравствуйте! 2019 для промышленной сферы Алданского района стал знаковым. В 95-летие золотодобывающей отрасли горнодобывающими компаниями Алданского района добыто 15 тонн золота. Основной объем выполнили общество «Полюс Алдан» и компания «Селекдар».
В 2019-м стартовал второй этап по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Несколько десятков семей получили компенсации. Ожидается, что весной 2020-го будут сданы первые новостройки. В период второго этапа программы в Алданском районе планируется построить 84 тысячи квадратных метров жилья. До 2025 года новоселье отметят тысячи семей. Уходящий 2019 отмечен изменениями в медицине. На базе Алданской городской поликлиники начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Центр образован по федеральной программе борьбы с онкозаболеваниями. Здесь пациенты проходят обследование и получают лечение, в том числе химиотерапию. В продолжение темы 1 января прекратит деятельность туберкулезный стационар. Решение о ликвидации принято в связи с приостановлением жизнедеятельности в селе Якакут, где находится туббольница. Пациенты будут направляться на лечение в стационар города Якутска. В более легких случаях помощь будет оказываться амбулаторно в Алданском противотуберкулезном диспансере. Осенью в Алданском районе начала работу межведомственная мобильная бригада, сформированная в рамках национального проекта «Демография» и республиканского проекта «Активное долголетие». В ходе рейдовых выездов в отдаленные поселки соцработники совместно с медиками выявляют нуждающихся в поддержке пожилых людей, а также определяют группу риска. В рамках указа главы Якутии Айсена Николаева об экологическом благополучии в Алданском районе активизирована программа, действующая с 2007 года по защите окружающей среды. В рамках этой программы приобретаются снегоходы, высокопроходимая колесная техника, лодочные моторы и катеры. Техника будет использоваться для работы на особо охраняемых природных территориях. В Алданском районе этот статус присвоен 11 землям. Такими событиями запомнится алданцам уходящий 2019. Оставайтесь с Якутией 24. Ну а сейчас мы снова ненадолго прервемся и буквально через минуту продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем. 2019 год стал знаковым и для IT-индустрии. Многие компании резко сменили направление. Государства противостоят друг другу на цифровом поле. А наш регион совершил колоссальный прорыв в доступности интернет-связи и собственных проектах. Итоги развития современных технологий подведет Василий Радченко. Это итоговые новости IT. Иван уже обозначил главные темы, поэтому сразу к делу. Поехали. Итак, то, что стало камнем преткновения на весь 2019, это, конечно же, сети пятого поколения. И, как следствие, усугубившиеся взаимоотношения Поднебесной и Мекки капитализма. Соединенные Штаты поняли, что за последние 1,5 десятка лет появилась прямая зависимость от рабочей силы и производственных мощностей Поднебесной. И захотелось выбить хоть какие-то преференции в свою пользу. Что имеем на выходе? Основные закупки как проходили у азиатов, так и продолжаются. Сначала пошлины увеличили, но как Китай собрался выложить на стол ответные санкции, так все, Штаты заявили об обратном понижении пошлин аж вдвое. Импортзамещение в лице своих компаний, таких как Intel, провалилось. Они еще в начале лета заявили, что сети 5G им не по зубам. Android как ставили на Huawei, так на нем и остался. Но в этой истории, как обычно и бывает, кроме страны-агрессора, все вынесли свои уроки. Аналогично случаю с нашей страной в период антироссийских санкций китайцы смекнули, что на зарубежном ПО дальше сидеть нельзя. Android уже в следующем году заменят на Harmony OS, а все госучреждения, все в том же 2020-м, обязаны полностью отказаться от западного программного обеспечения. Но если приглядеться чуть пристальнее, то отнюдь не торговая схватка является главным противостоянием 21 века. Битва за интернет. Вот основная война всех против всех. Англия и Америка в лице OneWeb и Starlink окутывают космическими зондами весь земной шар, продвигая свою идею спутникового интернета. Китай, как мы уже выяснили, ставку сделали на передачу данных по воздуху посредством 5G, обеспечивая скорость в 15 гигабит в секунду.
А Россия везде понемногу. Есть свои спутники, пятое поколение хоть и со скрипом, но все же движется к пользователю, а за остальное отвечает старое доброе оптоволокно. Так что в случае отключения интернета не пропадем. Внутреннее соединение все же будет. Граждане по большей части возмущаются не из-за самого факта возможного ограничения, а из-за того, что страна лишится огромного количества потребительского контента. Переживать не стоит, он будет. Свой, неказистый, но все же будет. Единственное обидно, что в отличие от прямых конкурентов, мы работаем в масштабах только своего государства, а не всего мира. Будь по-другому, тогда отключением грозилась бы уже наша страна, а не западные партнеры. Говоря о работе в нашем регионе, то здесь мы придерживаемся общероссийским направлением. Обеспечивать интернет-связью даже самые маленькие и отдаленные деревни, а также импорт-замещение путем производства своих современных технологий. Начнем с первого. Оптоволокно семимильными шагами соединяет всю Якутию, и теперь даже северные районы могут обмениваться данными на высокой скорости. А это не столько возможность посидеть в любимых приложениях, сколько дать учреждениям возможность вести документацию с головными предприятиями, обмениваться опытом, тем же медикам проводить операции по видеосвязи, также оперативно контролировать, не отстает ли тот или иной район от намеченного плана. А если отстает, то насколько? В вопросе технологий движущей силой ожидаемо стали IT-парк Якутск и региональный технопарк. Первому хочется сказать спасибо за акселерационную программу Б8, в частности, за Ведроид. Про этих парней стабильно есть что рассказывать каждый месяц. А технопарк, если совсем обобщить, дает нам аналоги товаров и материалов, которые, в отличие даже от зарубежных, будут без сбоев работать в условиях нашего климата. Это были все технологические итоги. Мы не коснулись, правда, темы игрового мира. Ее разберем в нашем собственном новогоднем и по совместительству 30-м юбилейном выпуске программы. Так что заходите на огонек, будем рады новым зрителям. Как всегда, кроме телеканала Якутия-24, ищите нас на YouTube-канале, а также в инстаграм-аккаунте yak24.ru. Спасибо за внимание и всего доброго в новом году. Очень насыщенным выдался год и для якутских спортсменов и болельщиков. В Якутии прошли зрелищные турниры и соревнования. За спортивными баталиями следили десятки тысяч любителей спорта. Якутские спортсмены поднимались на высшие ступени пьедесталов по всему миру. Власий Сергеев расскажет о спортивной жизни республики. Здравствуйте, Якутия-24 подводит итоги 2019 года. В студии Власий Сергеев. Уходящий год для якутских спортсменов прошел под эгидой 7-х спортивных игр народов республики. Главный старт четырехлетия в начале июля собрал в Амгинском Улусе более 2000 спортсменов, представляющих 33 команды. Выявление победителей и призеров Якутской Олимпиады проходило по 16 видам спорта в 2 возрастных группах. Помимо традиционных дисциплин, впервые были представлены адаптивные виды спорта, участие в которых приняло более 200 спортсменов. Всего гостями игр в Амге стали более 16 тысяч человек. По итогам 5 соревновательных дней победу в первой группе праздновала сборная Якутска. Во второй группе первое место заняли спортсмены Чурапчинского Улуса. Третью группу возглавила команда из Верхоянского Улуса. В четвертой группе победителем стала сборная Оленёкского Улуса. В 2019 году Якутия организовала и провела не только республиканские старты, но и международные турниры. Так, в начале марта Якутск впервые в своей истории принял Кубок мира по вольной борьбе. На якутский ковер вышли представители 8 сильнейших команд, выявленных по итогам чемпионата мира. Это сборные России, Кубы, Японии, Турции, США, Ирана, Грузии и Монголии. В составе российской команды выступили 2 якутянина – Виктор Рассадин и Арьян Тютрин. Оба борца одержали победу в финальном матче с Ираном и помогли своей команде выиграть со счетом 9-1. На третьем месте соревнования завершили американцы, победившие в малом финале японцев со счетом 6-4. Всего в 2019 году на территории республики было организовано и проведено 537 различных спортивных мероприятий, в том числе 273 спортивно-массовых мероприятия, 121 соревнование по национальным видам спорта, 90 соревнований по адаптивным видам спорта, 53 соревнования по детско-юношескому спорту. Общий же охват участников составил 333 тысячи человек. В текущем году якутские спортсмены завоевали 1043 медали на официальных соревнованиях. Давайте обратим внимание на самые яркие победы якутян в 2019 году. Бегунья Сардана Трофимова в начале мая стала победительницей чемпионата России по классическому марафону, который прошел в Казани. Якутянка преодолела дистанцию 42 километра за 2 часа 31 минуту и 30 секунд, став трехкратной чемпионкой страны. Спустя 4 месяца Трофимова в составе сборной России отправилась в Доху на чемпионат мира. На этом старте якутянка заняла
22 место из 68 участниц. В 2019 году громкими успехами любителей спорта порадовала и дзюдоистка Нургуяна Никифорова. Трехкратная победительница первенства России в сентябре смогла взойти на высшую ступень пьедестала чемпионата страны. Турнир прошел в Назране. Напомню, якутянка дебютировала во взрослой возрастной группе в 2017 году и сразу завоевала бронзовую медаль национального первенства. Никифорова на пути к финалу нынешнего чемпионата выиграла 3 встречи над представительницами Ульяновска, Москвы и Татарстана. А в схватке за золото одержала чистую победу над Мариной Букреевой из Красноярского края. В адаптивных дисциплинах в 2019 году традиционно успешно выступил заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу Владимир Балынец. В феврале якутянин стал чемпионом страны весовой категории до 48 килограммов. Якутянин зашел на высшую ступень пьедестала с результатом 158 килограммов. Для него эта победа на чемпионате стала 14-й в карьере. В июле атлет успешно представил страну на чемпионате мира, который прошел в Нур-Султане. Балынец завоевал золотую медаль с новым рекордом Европы, отжав штангу весом 173 килограмма. В 2019 году заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука Степанида Артахинова завоевала 13 наград разного достоинства на всероссийских и международных турнирах. На розыгрышах Кубка страны и чемпионатах страны она завоевала 4 золотые и 3 серебряные награды. На предварительных этапах и финальной части Кубка Европы якутянка записала в свой актив 4 золота и 1 серебро. На чемпионате мира в голландском Хертогенбоше лучница стала хозяйкой 1 награды серебряного отлива. Всего за 2019 год якутские спортсмены на официальных спортивных стартах завоевали 1043 медали, в том числе 323 золотых, 325 серебряных и 395 бронзовых наград. Таковы спортивные итоги 2019 года. В следующем году нас с вами ждут новые старты, а вместе с ними новые рекорды и новые победы. Подвели итоги года и мои коллеги из Южной Якутии. На территории Нерюнгринского района реализовано несколько крупных промышленных объектов и произошли важные изменения в социальной сфере. Все подробности расскажет Сергей Козюра. Добрый вечер. По итогам 2019 года добыча угля на территории Нерюнгринского района ожидается в объеме почти 18,2 миллионов тонн. Это на 1 миллион тонн больше, чем в прошлом году, что означает достижение нового рекорда за всю историю района. Экономические показатели, которых достиг в 2019 году район, не могут не стать поводом для гордости нерюнгринцев. Валовый региональный продукт Нерюнгринского района за 2019 год составил 153 миллиарда рублей. Рост к прошлому году 5,3%. Объем золотодобычи вырос на 9,8%. Соответственно, на 12% выросли налоговые поступления. В районе отремонтировали 91 километр проезжей части, полностью заасфальтировали 79 километров автомобильных дорог. Статистика говорит о том, что рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на крупных и средних предприятиях составил 7,1%. В то же время на малых предприятиях заработная плата растет не такими темпами, как на крупных. За год произошло увеличение размера средней пенсии в районе на 5%, которая составляет сегодня 18,5 тысяч рублей. Объем инвестиций в экономику района тоже побил очередной рекорд, составив 40 миллиардов рублей. В Нерюнгринском районе активно реализуется нацпроект здравоохранения. Полным ходом идет ремонт детской поликлиники. Успешно реализованы мероприятия национального проекта «Культура». Именно в Нерюнгринском районе, в поселке Беркакит, появилась первая в Якутии библиотека, переоборудованная по модельному ряду. А в детскую школу искусств в Нерюнгри поставлены музыкальные инструменты и оборудование. 2020 будет особенным для Нерюнгринского района, поэтому планы большие и работы будет очень много. В мае 2020 года якорный резидент ТОР Южная Якутия, компания «Колмар», запустит в работу шахту Инагринская и первую очередь обогатительной фабрики годовой мощностью 6 миллионов тонн. Компания «Суэк», которая сейчас занята доразведкой на Кабактинском месторождении, планирует зайти в Нерюнгринский район со своим производством. 2 декабря по газопроводу «Сила Сибири» прошел газ. Для Нерюнгринского района это означает перспективы газификации в первую очередь села Иенгра, которое до сих пор отапливается дровами, и поселок Чульман, где остро стоят вопросы экологической безопасности, связанные в том числе с деятельностью Чульманской ТЭЦ. И с такими позитивными планами на будущее мы поздравляем всех жителей Нерюнгринского района и всей Якутии с наступающим Новым годом. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и сразу после рекламы обязательно продолжим.
Мы продолжаем. Якутский Алгыс на Всероссийском театральном марафоне. Лучший театрализованный праздник государственного значения. Приз за лучшую мужскую роль и кассовые сборы более 15 миллионов рублей. О том, как прошел 2019 год в области культуры, расскажет Полина Долинская. Указом президента Российской Федерации 2019 год был объявлен годом театра. Стартовал он всероссийским театральным марафоном во Владивостоке. Честь открыть год театра, благословив его якутским алгысом, выпала уникальному театру Якутии – театру Олонхо. За 2019 год во всех театрах республики было проведено более 1500 мероприятий. Состоялось 50 премьер. Спектакли посетили более 200 тысяч зрителей. На закрытие года театра и подведение итогов символ Всероссийского театрального марафона Юрий Куприянов передал директору и художественному руководителю Русского драмтеатра Александру Лобанову. Также награда за успешное участие во всероссийских фестивалях была вручена директору Сахатеатра Анатолию Николаеву. За проведение на высоком уровне международных фестивалей, таких как Международный фестиваль-конкурс оперных певцов и 10-й Международный фестиваль классического балета «Стерх», директору театра оперы и балета Сергею Юнгансу. За активное участие в международных мероприятиях театру коренных малочисленных народов Севера. Церемонию закрытия завершила передача эстафеты от года театра к году памяти и славы. Невероятный прорыв в мире кинематографа совершили якутские режиссеры. Этот год отметился 3 премьерами, благодаря которым о Якутии заговорили на весь мир. Фильм «Агент Мамба». Всего за 10 дней криминальная комедия от якутских вайнеров собрала в прокате больше 15 миллионов рублей. И это с бюджетом всего 1 миллион 700 тысяч рублей. И только в первую неделю со дня премьеры его посмотрели более 60 тысяч зрителей. В 2019 году «Агент Мамба» попал в рейтинг самых кассовых фильмов Якутии. «Нет Бога, кроме меня» – социальная драма от режиссера-самородка Дмитрия Давыдова. Фильм о непростой жизни 40-летнего мужчины, который бросает семью и детей и переезжает из деревни в столицу ради матери с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Главные роли сыграли актеры театра имени Аюнского Зоя Багынанова и Петр Садовников. На кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге приз за лучшую мужскую роль получил Петр Садовников. Замыкает тройку лидеров фильм, собравший большое количество наград «Надо мною солнце не садится». Кинокартина Любови Борисовой – добротный трейлер с приятной музыкой. Участник международного московского кинофестиваля, где был удостоен приза зрительских симпатий, премии сети продвижения азиатского кино. Номинирован на приз за лучший фильм «Золотой Святой Георгий». На 3-м международном арктическом кинофестивале «Золотой ворон» получил приз жюри за лучший игровой фильм. Такими событиями был отмечен 2019 год в культуре. Полина Долинская, Якутск. Впереди нас ждут долгие новогодние каникулы. Есть время заняться любимыми делами или встретиться с друзьями. Куда можно пойти в новогодние праздники в Якутске, знает и расскажет Александр Хавренко. В новогодние каникулы скучать жителям столицы не придется. Кинотеатры, театры и развлекательные заведения города приготовили много всего интересного. Любителей кино на каникулах ждет встреча с героями знаменитого бродвейского мюзикла «Кошки». На большой экран выходит адаптация мюзикла легендарного композитора Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернс Эллиота «Популярная наука о кошках», написанная старым опоссумом. Думаете, у меня ничего не получится? Да шипеть я на вас хотел. Держу за тебя лапки. Идем, все уже ждут. Ну а для семейного просмотра подойдет очередная, 4-я по счету часть мультфильма о приключениях Ивана Царевича и Серого Волка. Зима в этом году в Тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. И совсем было загрустили наши герои Иван, Василиса, Серый Волк да Царь-батюшка. Если бы вместе с почти весной не пришла новость, в 13-м царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. Также в кинотеатрах историческая драма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука. Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все – положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.
3 января в Сахацирке вы сможете услышать легендарные хиты 80-х «Disco», «Hands Up», «Crazy Music» и другие в живом исполнении группы «Атаван». А 4 января в Сахацирке выступят молодые хитмейкеры, которые шаг за шагом покоряют чарты. Исполнители хитов «Принцесса», «Одинокий молодой», «Мадам», «Запах женщины моей», «Твои локоны волос», «Ледяная леди» и многих-многих других. Адлер и Бабек. А 6 января в ЦСП «Триумф» мегадискотека 80-е и 90-е с участием 3 звезд мировой величины. На одной сцене выступят Кевин Маккой, экс-участник группы Bad Boys Blue, группа London Beat и группа Joy. 5 января в Сахацирке состоится золотой юбилей 2 легендарных вокально-инструментальных ансамблей. Старшее поколение в Якутске услышит знакомые ритмы и мелодии, песни «Белоруссия», «Вологда», «Алешкина любовь», «Люди встречаются», «Синий иней» в исполнении легендарных коллективов, которые в этом году отмечают свое 50-летие. 3 января в ЦСП «Триумф» состоится новогодний концерт-дискотека «Золотые хиты 2000-х». Хедлайнером концерта станет исполнительница знаменитой песни «Ворона», звезда нулевых Линда. 4 января в ЦСП «Триумф» состоится один из главных новогодних концертов. Специальные гости вечера – популярная российская певица Ёлка и известный автор-исполнитель многих хитов Бурито. А также новогоднее настроение подарят звезды якутской эстрады: Геннадий Семенов Уранхай, Далана, Варя Ларионова, Степан Афанасьев, Олимпия, Надина Эльпис, Айсен Амосов и многие-многие другие. Нескучных вам выходных и веселого Нового года! До Нового года остаются считанные дни. Предпраздничная суета, подарки, угощения, радостные лица. Анастасия Кобузева приглашает всех окунуться в самую настоящую новогоднюю сказку. Весь мир в предвкушении Нового года и Рождества. Праздничный бум в самом разгаре. Какой же Новый год без главного символа праздника – нарядной елки? 1 декабря в Якутске на площади Ленина торжественно зажгли первую елку в России. В этом году, как и в прошлом, она изготовлена из искусственных материалов. Тысячи якутян от мала до велика пришли на площадь, чтобы увидеть новогоднее чудо. И это несмотря на трескучий мороз. А на площади Орджоникидзе в этом году установили 23-метровую лесную красавицу с новой иллюминацией и новыми украшениями в традиционном якутском стиле. Жителей Мирного в этом году радует 18-метровая искусственная елка. Ее, как обычно, установили на площади Ленина. А еще жители Алмазного края в восторге от ледового городка. Мне очень нравится она. Молодцы, конечно. Очень красивые фигуры. В детских площадках поставили елок очень много. Вот. Очень красиво тоже, мне она очень нравится. А еще в этом году много необычных решений. Например, в селе Троиц Калёкминского района дядя и племянник Семен и Александр Еремеевы собрали елочку из сотни ледяных кубиков. На работу ушло около 3 недель. Ну, что тут сказать, зато ни одно другое живое дерево не пострадало. Ну, когда мы только начали делать, люди мимо проходили, народ тут. После детсада проходят дети, и радостные были. И у нас как-то настроение поднялось, и начали мы тоже как-то с настроением делать уже. Даже такой мороз не считали, и ветер, и делали вот до конца. Якутские мастера на все руки создают не только необычные елки, но и новогодние сказочные композиции. Герои известных мультфильмов поселились во дворе мастера Николая Поликарпова. Все фигурки он делает из папье-маше, стекла и дерева. Вот, например, сцена из сказки «Карлик нос». Колдунья превращает Якоба в уродливого карлика с длинным носом. Рядом другой шедевр. Суровая королева на своем снежном троне наблюдает за Каем. Как признается Николай Поликарпов, фигурки он делает для того, чтобы порадовать своих внуков.
Быков. Оказывается, заниматься такими вещами интересно не только для себя, как мастера, но и для своей аудитории. Можно сказать, я испытываю своеобразный творческий азарт. Мне кажется, что я очистился душой и даже почувствовал прилив сил и здоровья. Новогоднее настроение есть у большинства якутян. Еще бы, праздничный бум в самом разгаре. Ну а если его до сих пор нет, не расстраивайтесь. К счастью, настрой – дело наживное. Секрет прост. Чтобы создать праздничное настроение, надо заниматься новогодними делами. Елка, огни, вот это все поднимает настроение. Мы всегда близко собираемся. Конечно, праздничное настроение. Ходим, подбираем подарки. Новый год – это семейный праздник, вот поэтому планирую семью встречать дома. Новое десятилетие не за горами. Каким оно будет, все зависит только от нас. И не забываем, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Анастасия Кобызева, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно таким выдался 2019 год для нашей республики. Очень хочется верить, что в следующем году хороших новостей и событий будет еще больше. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. С наступающим Новым годом и до встречи в эфире.